Грация, сила и благородство. Любовь к лошадям у Марата Тулпарова появилась еще в детстве. Будучи совсем ребенком, он уже знал, что его будущее неразрывно связано с коневодством, а именно с лошадьми карачаевской породы. И вот теперь он владеет небольшим табуном, настоящим украшением которого является жеребец по кличке Азарт. С азартом у нас абсолютно отдельная история, и это можно прямо книги описать насчет него. Я его увидел у своего друга в косяке, совсем маленьким, ему месяц было где-то. Но он мне сразу понравился, я сразу его приобрел. Ну и, собственно, можно сказать, с самого детства мы с ним как бы неразлучны и по сей день, да. Я думаю, вплоть до нашей смерти. Марат занимается разведением лошадей исключительно карачаевской породы. И его любимец Азарт неоднократно уже становился победителем и призером всероссийских и региональных выставок. Коневод хорошо знает, что в его деле особое значение имеет отбор животных для воспроизводства. Потому решил пригласить зоотехника-бонитера из Федерации карачаевской породы лошадей, который проведет полную оценку каждого животного в табуне. Мы берем изначально нулевой цикл, вот сейчас будем составлять, да, и это тоже нулевой цикл будем составлять, и чтобы потом не было подтасовки. В данный момент работали с косяком жеребца Азарт, чтобы потом люди не говорили, что мой жеребенок от Азарта. Там лаборатория, против ДНК не попрешь, она сразу выявляет все. Будем брать кровь у них, будем брать на ДНК волосы, будем отрывать с гривы пучок волос и будем отправлять в лабораторию в Москву. Что касается карачаевской породы, то здесь каждая лошадь должна соответствовать определенным стандартам, которые замеряются зоотехником, а затем вносятся в племенную карточку. После подтверждения племенной принадлежности лошадь получает специальную отметку в паспорте и запатентованное тавро – буква «К» с твердым знаком. Карачаевская порода – это не очень высокая, средние промеры. Для элиты средние промеры, чтобы высота в холке была для жеребцов 158-159. Но если по всем параметрам подходит, можно 160-161, да, но редко. Обхват груди 190, 188 и обхват пясти примерно 19,5-20-21. Вот в этих параметрах. Обычно бонитировка лошадей проводится осенью, когда подрастает молодняк. Но и сейчас любой желающий конозаводчик может обратиться в Федерацию и провести оценку небольших табунов. Более того, всех лошадей карачаевской породы, прошедших бонитировку, занесут в 7-й том племенной книги карачаевской породы лошадей, где будет указана полная родословная каждого животного. Мадина Лайпанова, Далиль Мирза, Архыз, 24.